Здравствуйте, уважаемые телезрители! В целях повышения роли и значения Института местного самоуправления и развития демократии и гражданского общества президентом Владимиром Владимировичем Путиным 10 апреля 2012 года был подписан указ об учреждении Дня местного самоуправления. Ежегодно мы его отмечаем 21 апреля. О структуре местного самоуправления, трудностях и перспективах развития района и о многом другом мы сегодня беседуем с главой администрации Канашского района Владимиром Николаевичем Степановым. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Николаевич, для начала позвольте вас поздравить с этим праздником. Расскажите о структуре местного самоуправления. Зачастую люди задаются вопросом, кто такой глава администрации и глава района. Спасибо за поздравления. Глава района и глава администрации – немножко две различные должности. Как мы знаем, глава района и председатель собрания депутатов в нашем районе является Иванов Иван Тимофеевич. Собрание депутатов принимает несет законодательные функции, принимает все важные документы, начиная с устава, бюджета. В том числе он заключает, глава района, контракт с главой администрации, а вся исполнительная власть сосредоточена в руках главы администрации. Какова степень работоспособности сформированного таким образом органа власти? Здесь хочется сказать, во-первых, прежде всего, какие цели преследует глава администрации и глава района. Если у этих руководителей цель одна – это работа на благо района, его жителей, то, в принципе, здесь нету разночтений, и вся совместная работа идет только на благо нашего населения. Здесь проблем по работоспособности или каких-то причин, что данная команда не работоспособна, я не вижу. Тандем у нас сложный, глава района у нас очень уважаемый и авторитетный человек, с ним очень комфортно работается, и мы совместно прилагаем все усилия на развитие Канашского района. Владимир Николаевич, скажите, пожалуйста, какие вопросы вас особенно волнуют сегодня как главу администрации района? Вопросы сегодня волнующих довольно-таки много, широкий спектр, но основные я хочу все равно как-то определить. Это сегодня озвучено на уровне федеральном, республиканском, это национальные проекты, прежде всего, озвученные нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. 11 национальных проектов реализуются на территории Чувашской республики. Значит, нашим руководством нашей республики Михаилом Васильевичем Игнатьевым обозначена данная тема. Мы провели 2 дня обучения по данной тематике. Нас собирали в городе Чебоксары. Значит, была соответствующая секционная работа с министерствами. Тема очень важная, так как она напрямую касается наших жителей. И наша задача, чтобы эти национальные проекты тоже на территории района были выполнены. Каждый житель ощутил, что государство намеренно затрагивает такие острые проблемы, как демография, наше образование, здравоохранение, выделяет огромные средства, и чтобы эти средства были освоены в срок, с максимальной отдачей, с максимальной пользой. Если перечислять проблемы далее, касаемо нашего района, это создание высокооплачиваемых рабочих мест, привлечение инвесторов в наш район. Есть проблемы по качеству дорог межмуниципальных, муниципальных, поселенческих. Сегодня существующая проблема по таковой еще не снята. Необходимо доустановить контейнера, площадки, скоординировать работу на местах глав поселений и МВК-центр. Там есть проблемы по оплате, по графику. То есть мы на пульсе здесь и эту тему держим. Тут район живет непосредственной жизнью, но особо острые проблемы, которые возникают в процессе непосредственно общения с населением, мы стараемся работать на упреждение и эти проблемы совместно со всеми усилиями решать. Не секрет, что в Канашском районе 24 сельских поселения. Работу какого вы бы отметили как наиболее перспективные? Да, действительно, у нас довольно большое количество поселений. Каждое поселение особенно, имеет свои особенности. Есть сильные стороны у каждого поселения, но в том числе и слабые стороны.
Трудно выделить кого-то, который идеально во всех отношениях. Но, тем не менее, по этому году у нас в двух поселениях внедряется наш муниципальный проект «Поселение будущего», мы его назвали негласно. Но там созданы объективные и субъективные условия, и наиболее четко в данных поселениях именно сельское поселение, сельские жители принимают участие в управлении, в жизни своего поселения. Это и субботники, культурно-массовые, спортивные мероприятия. И само население уже непосредственно участвуя в своей жизни, в организации, даже в общественной жизни путем создания проектов соответствующего развития населенных пунктов. И там действительно мы видим отдачу, живой интерес, живое движение. Мы тоже со своей стороны помогаем. Есть результаты, которые они уже видны и на уровне республики. Ну, задача поставлена максимальная – быть лучшими не только на уровне республики, но и выше. И думаем, что на примере этих двух поселений, эти два поселения – Сугай-Касинское сельское поселение и Шальтямское сельское поселение, и другие поселения, как за локомотивом, одновременно тоже подключатся к этому направлению. Касаемо самоуправления, мы затронули два сельских поселения. В чем задача и суть этого проекта? Именно поселение будущего. Это создание общественных советов, прежде всего, улучшение благосостояния, экологической обстановки, культуры, непосредственно в сельских поселениях. Это все в наших силах. Мы напрямую должны общаться с каждым гражданином, с каждым жителем, чтобы улица, село, деревня была самой лучшей и благоустроенной. В этом стоит основная задача. Также параллельно культурное, спортивное развитие, то есть развитие местных театров. Сегодня у нас есть все условия для развития данного направления. Мы ремонтируем клубы, строим центральный районный дом культуры в Шахазанах. У нас довольно развита сеть спортивных площадок. То есть здоровье должно быть нормой жизни. Образцовые семьи должны быть примером. У нас, к сожалению, сегодня мы наблюдаем и женский алкоголизм, что не красит наш район. Благодаря этой социальной проблеме распадаются семьи, дети неправильно воспитываются. Это наше будущее. И наша задача действительно, создавая это поселение будущего, где здоровый образ жизни, правильное культурное воспитание нашего подрастающего поколения, это все возможно. Ну и подвязывать здесь, естественно, должно стоять на фундаменте с привлечением инвесторов в данное сельское поселение. На сегодняшний день очень много способов поддержки через Министерство сельского хозяйства, прежде всего начинающим фермерам. То есть люди, желающие открыть свой бизнес в сельском хозяйстве, сегодня могут получить безвозмездную поддержку через Минсельхоз государственных средств и начать свой бизнес. Это тоже проблема у нас есть. К сожалению, мы отстаем от южных районов, где предпринимательство немного развито лучше. Здесь еще раз я повторю, что потенциал нашего района очень велик. Нам необходимо разбудить эту жилку нашего населения. Не надо бояться открывать свой бизнес. Сегодня географическое положение Канашского района вокруг моногорода – это преимущество для открытия своего бизнеса. Насколько наш район сегодня привлекателен для инвесторов? Район для инвесторов у нас привлекателен, у нас есть свободные земли промышленности. Это все вы можете, любой инвестор потенциально может узнать на сайте. У нас привлекательное географическое местоположение. Значит, мы находимся в центре республики, практически каждому населенному пункту имеются дороги с твердым покрытием. Все тоже населенные пункты, большие населенные пункты у нас в основном газифицированы. Поэтому географическое положение рядом с городом, канал, железной дорогой, является привлекательным. Мы работаем в этом направлении совместно с городом, потому что успехи города и наши успехи. Как отмечает наш куратор, министр сельского хозяйства, вице-премьер Артамонов Сергей Геннадьевич, потенциал нашего района очень велик. И мы в этом направлении идет у нас постоянная работа. Если буквально 3 года назад по необрабатываемым землям мы были на самой низшей строчке нашей республики,
Сейчас мы уже снизу где-то 5-6 место. То есть мы поднимаемся в этом направлении, думаю, задача поставлена, мы не хотим быть сзади. В Средний Кибечик зашли инвесторы с Республики Татарстан, организация «Канаш-Агро». Идет обработка земель, те планы, которые они ставят и согласованы прежде всего с нами, пока инвестор нас не подводит. То есть те земли, которые 23 года были необрабатываемы, сегодня мы вводим все в оборот. Также вы регулярно ведете прием граждан. С какими вопросами зачастую приходит население к вам? Вопросы самые разнообразные, широкий спектр. Мы получаем удовлетворение, когда данные вопросы решаемые, мы можем решить. Но прежде всего это постановка в очередь по жилищным условиям, дороги, проблемы ЖКХ. Широкий спектр даже вопросов. Выделить в процентном отношении мы ведем анализ, в принципе, в первую очередь, наверное, ЖКХ можно выделить, потом дороги и так далее в сторону уменьшения. Каждому, кто приходит со своей проблемой, своей болью, мы даем квалифицированные ответы. Многим, где есть возможность помочь, естественно, мы помогаем. И стараемся не давать пустых обещаний. Владимир Николаевич, по вашему мнению, выполняется ли на сегодняшний день основная функция местного самоуправления – быть властью наиболее близкой к народу? Трудно это судить. Мы со своей точки зрения максимально стараемся быть ближе. Есть информационные дни, есть сходы граждан, подведение итогов. Это судить населению. Но мы мониторим ситуацию, думаем, что те поднимаемые вопросы, которые поднимаются на сходе граждан, на приемах, когда удается их решить, это говорит о близости к проблемам именно населения, что идет живая такая работа. Прежде всего, на уровне сельских поселений создается институт старост. Это дополнительный институт, который позволяет действительно почувствовать проблемы, непосредственно волнующих наших граждан, и оперативно их решать. В завершение нашего интервью скажите, пожалуйста, что бы вы могли пожелать своим коллегам? У нас есть команда. Во-первых, хочется пожелать, что основная цель, для которой мы работаем, это благосостояние, улучшение благосостояния нашего народа, который проживает в Канашском районе. Хочу пожелать, прежде всего, в работе профессионализма, человечности, чтобы был виден результат в виде благодарности нашего населения. Владимир Николаевич, на этом наше интервью подходит к концу. Спасибо большое за уделенное нам время и за вопросы, на которые мы получили ответы. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск завершается. Всего вам доброго. До свидания.